Лесная спальня. У меня не было с собой никакого снаряжения для того, чтобы спать в диком лесу. Анастасия уложила меня в берлоге землянки. Уставший после тяжелой дороги, заснул я быстро и крепко. Когда проснулся, было ощущение блаженства и уюта, словно лежал на великолепной, удобной постели. Берлога или землянка была просторной, устлана мелкими пушистыми веточками кедра, сухой травой, заполняющими окружающее пространство приятным ароматом. Подтягиваясь, я раскинулся, коснулся одной рукой пушистой шкуры и сразу отметил, что Анастасия каким-то образом охотится. Я подвинулся к шкуре поближе, прижавшись спиной к теплу, и решил еще подремать. Анастасия стояла у входа таежной спальни и, увидев, что я проснулся, сразу сказала: «Пусть добрым день придет к тебе сегодняшний Владимир, встреть и ты его своим добром, только, пожалуйста, не пугайся». Потом она похлопала в ладоши, и шкура, с ужасом я понял, это была не шкура. Из берлоги осторожно стал вылезать медведь. Получив одобрительный шлепок Анастасии, медведь лизнул ее руку и заковылял с поляны. Оказалось, что она положила у моего изголовья сонной травы и заставила медведя лежать рядом со мной, чтобы мне не было холодно. Сама, свернувшись калачиком, спала у входа снаружи. «Да как же ты могла сотворить такое, Анастасия? Он же мог задрать меня или придавить». «Это не он, а она, медведица эта. Она тебе ничего плохого сделать не могла», — ответила Анастасия. «Она очень послушная, ей большое удовольствие доставляет задания получать и выполнять их. Она даже не шевелилась всю ночь, носом своим мне в ноги уткнулась и замерла в блаженстве. Только вздрагивала немножко, когда ты во сне руки разбрасывал и хлопал ее по спине». Утро Анастасии. Анастасия ложится спать с наступлением темноты в одном из укрытий, сделанных обитателями леса, чаще всего в берлоге. Когда тепло, она может спать прямо на траве. Первое, что она делает, проснувшись, бурно радуется восходящему солнцу, новым побегам, появляющимся на ветках, новым росткам, выходящими из земли. Она трогает их руками, гладит, иногда что-то поправляет, потом подбегает к небольшим деревьям, хлопает их по стволу, с задрожавшей кроны на нее сыплется что-то, напоминающее пыльцу или росу. Потом она ложится на траву и минут 5 с блаженством подтягивается и извивается. Все ее тело покрывается словно влажным кремом. Разбежавшись, прыгает в небольшое озеро, плещется и ныряет в нем. Здорово ныряет. Взаимоотношения с животным миром, окружающим ее, похожие на взаимоотношения человека с домашними животными. Во время ее утренних процедур
Многие из них наблюдают за Анастасией, сами не подходят, но стоит ей посмотреть в сторону кого-нибудь из них и едва заметным жестом подозвать, счастливец срывается с места и мчится к ее ногам. Я видел, как она утром дурачилась, играя с волчицей, словно с домашней собакой. Анастасия хлопнула волчицу по холке и стремительно побежала. Волчица бросилась догонять, и когда они почти поравнялись, Анастасия вдруг на бегу подпрыгнула и в прыжке, двумя ногами оттолкнувшись от ствола дерева, стремительно побежала в другую сторону. Волчица по инерции пронеслась мимо дерева, развернулась и бросилась вдогонку захохотавшей Анастасии. Анастасия совершенно не думает о проблеме одежды и питания, ходит чаще всего полуобнаженной или обнаженной. Питается кедровыми орехами, какой-то травой, ягодами и грибами. Грибы есть только сушеные. Сама никогда не собирает ни грибов, ни орехов и заготовок. Запасов никаких не делает, даже на зиму. Все заготавливает множество обитающих в этих местах белок. В том, что белки делают на зиму заготовки корма, нет ничего удивительного. Они так поступают повсеместно, следуя своему природному инстинкту. Меня поразило другое. Находящиеся поблизости белки по щелчку пальцев Анастасии на перегонки стремятся прыгнуть на ее протянутую руку и дать уже очищенный от скорлупы ядрышко ореха. А когда Анастасия хлопает по коленке согнутой ноги, белки издают какой-то звук, как бы призывая, извещая других, и начинают таскать и складывать перед ней на траву сушеные грибы и другие припасы. И делают это, как мне показалось, с огромным удовольствием. Я подумал, что она их дрессирует. Но Анастасия сказала, что их действие как бы инстинктивно, и белочка-мать сама своим примером учит этому бельчат. Может быть, их дрессировал раньше кто-то из моих далеких предков, но, скорее всего, это просто их предназначение. К зиме каждая белочка делает припасов в несколько раз больше, чем могла бы съесть сама. На вопрос, каким образом ты не замерзаешь зимой без соответствующей одежды, Анастасия ответила вопросом: разве в вашем мире нет примеров возможности человека переносить стужу, не пользуясь одеждой? И я вспомнил книгу Порфирия Иванова, который ходил в любой мороз в трусах и босиком. В книге также описывалось, как фашисты, желая испытать выносливость этого необыкновенного русского человека, обливали его в 20-градусный мороз водой и возили голову на мотоцикле. В раннем детстве, помимо молока матери, Анастасия могла употреблять молоко разных животных. Они свободно подпускали ее к своим соскам. Из еды она не делает абсолютно никакого культа, никогда не садится специально поесть на ходу, сорвет ягоду, побег растения и продолжает заниматься своим делом. К концу трехдневного пребывания у нее я уже не мог относиться к ней как в начале встречи. После всего увиденного и услышанного Анастасия превратилась для меня в некое существо, не зверя, потому что интеллект ее довольно высок, а память такая, что она, конечно, ничего не забывает из когда-то услышанного или увиденного. Иногда казалось, что ее способности находятся за пределами понимания обычного человека, но именно такое отношение к ней очень огорчало и расстраивало ее.
В отличие от известных нам людей с необычными способностями, окутывающих себя ореолом таинственности, исключительности, она все время стремилась пояснить, раскрыть механизм своих способностей, доказать, что нет в нем и в ней ничего сверхъестественного для человека, что она человек, женщина, и все время просила меня осознать это. Я пытался осознать это тогда, стараясь найти объяснение необычному. У человека нашей цивилизации мозг работает на то, чтобы всевозможными способами обустроить свой быт, добыть пропитание, удовлетворить половые инстинкты. У Анастасии на это время вообще не тратится. Люди же, попадающие в ситуацию, как Лыкова, также вынуждены заботиться все время о пропитании и об устройстве жилища. Природа им не помогает до такой степени, как в случае с Анастасией. Всевозможные племена, живущие вдали от цивилизации, также не имеют такого контакта. Анастасия объясняет это тем, что недостаточно чисты их помыслы. Природа, животный мир это чувствуют.